Здравствуйте! Медиация. Видеоуроки в помощь. Это проект Якутского республиканского центра медиации. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Урок 6. Школьная медиация. Вы уже знаете, что такое школьная медиация и кто такой медиатор из предыдущих уроков. Как вы знаете, медиация применяется в разных сферах, в том числе и школьной. Школьная медиация – это способ разрешения споров между школьниками, учениками и учителями, учителями и родителями, а также администрацией школы при участии медиаторов. Из этого определения мы понимаем, что участниками конфликта может быть и администрация школы, учителя, ученики, а также родители учеников. Виды конфликтов в образовательном учреждении приведены на слайде. Это ученик-ученик, ученик-учитель, учитель, администрация, а также родители-родители. Кто может быть медиатором в медиации? Это может быть и ученики старшего и среднего звена. Для этого нужно будет провести с ними специальную подготовку. Существует даже такое понятие медиация ровесников или группы равных, когда школьники из службы примирения делятся на две группы с 1 по 8 класс и с 9 по 11 класс. Первая группа разбирает конфликты младшего звена и среднего, а вторая группа работает со старшеклассниками. Сначала, конечно, дети будут работать под присмотром взрослого специалиста. Позже тем, кто наиболее удачно справляется со своими обязанностями, можно доверять самостоятельное проведение процедуры медиации. Разумеется, если речь идет о поссорившихся родителях или взрослых людей, педагог или родитель, то разбираться с такой ситуацией должен, соответственно, взрослый человек. Продолжаем урок. Чтобы успешно провести школьную медиацию, нужно соблюдать несколько пунктов. Во-первых, это для работы понадобится отдельный кабинет, где будет размещена школьная служба примирения. Руководить ею будет взрослый человек, дипломированный психолог, либо прошедший обучение педагог. А вот трудиться ему в этой службе единолично вовсе не обязательно. Во-вторых, нужен медиатор, посредник, третье лицо. В-третьих, во время процесса участники должны знать, что медиация основывается на следующих принципах. Во-первых, беспристрастность медиатора, то есть медиатор ни в коем случае не должен во время спора вставать на чью-либо сторону. Во-вторых, это конфиденциальность, то есть, обратившись за помощью в службу примирения, должны быть уверены в том, что вся информация об инциденте останется за закрытыми дверями кабинета и не получит публичного осуждения. В-третьих, это добровольность. Начинать процедуру медиации можно лишь тогда, когда к этому готовы все стороны конфликта участники. Далее идет ответственность всех сторон за принятое решение. Мирный договор заключается с учетом мнения всех участников и их согласия. Каждая из сторон должна помнить о своей персональной ответственности за соблюдение договора и об обязательности выполнения каждого пункта в итоговом соглашении. Следующий пункт – это равноправие всех участников конфликта. Недопустимо ставить одну из сторон выше другой по причине возраста, пола, социального статуса. И последнее – это открытость. Имеется в виду не только откровенность всех участников разговора, но и абсолютная прозрачность самой медиативной процедуры. Перед началом беседы сотрудник школьной службы примирения знакомит присутствующих с основными принципами медиации. Далее, в каких случаях мы можем обратиться в службу школьной медиации? Если вы поругались или подрались, если вас оскорбляют открыто или тайно, если вас обидели или обокрали, если у вас проблемы с общением с одноклассниками, с учителем, если вы чувствуете себя лишним, если вы одиноки, если у вас проблемы с родителями и если у вас проблемы с учителем. Далее рассмотрим плюсы школьной медиации. Во-первых, это разрешение конфликтов мирным путем. Во-вторых, это защита собственных прав, то есть прав ребенка, учителя, либо родителя. И, конечно, самое важное – это улучшение психологического климата в классе либо в школе. Как работает школьная медиация? Процесс медиации, медиативный подход способствует переживанию спорящими сторонами их собственной силы, а также они приобретают опыт адекватного поведения в конфликтной ситуации.
Далее мы видим на слайде примерный алгоритм работы школьной службы. То есть, во-первых, вы должны подать заявку на рассмотрение, на разрешение конфликта. То есть вы можете обратиться лично, либо подать в письменной форме в кабинет медиации. Далее идет встреча сторон, то есть с вами свяжутся, обговаривают место и дату встречи. И в зависимости от сложности конфликта вы можете несколько раз встречаться. Далее идет контрольная встреча, то есть это уже спустя 2-4 недели после достижения цели, после разрешения конфликта. И далее уже идет пункт для медиатора самого, то есть это анализ работы медиатора по каждому конфликту. Он это все фиксирует, и это для того, чтобы он повысил свои навыки и также разработал программу профилактики конфликтов. Что должны понять стороны в процессе медиации? Во-первых, это осознать причины своего поступка, его последствия, свои интересы. Во-вторых, если это надо, принести извинения. В-третьих, это избавиться от негативных переживаний, также желание отомстить другой стороне. Далее можете решить конфликт, конечно же, первым путем, а также вернуть себе уважение, восстановить отношения, улучшить психологический климат и, конечно же, избежать такого поведения в будущем. Как вывод, мы можем сказать, что школьная медиация позволяет восстановить отношения и создать благоприятную среду для обучения детей. Также мы знаем, что вовремя проведенная медиация сохранит здоровье и душевное равновесие всем участникам школьного конфликта. Спасибо за внимание. Хорошо усвоили? Или мне надо повторить?